Таван Осхагал. Таван Осхагал. Вырывательне булды радиотлегене мерзем Чевашьи наци радиовин тюре эфиринче шаксамандра Таван Осхагал каларами пенепира серембе Чевашьин тада Чевашхалагин история тепленрех положат бір. Ертне галарым сенче ебира серембе хамыр халагын кунжульне аван вахаченех тепчезеши дердемырхайнде тимдезе тухрымыр паян бара Чевашхалаги расще ешнегенине тада жаванбекех пирендерах рабулца ертне хайне еверлі шармаш варжиземберге калажы бір. Кунберге бере Александр Алексеевич Чибис Калазабача, история слыхизень кандидатча, Чеваш патшалы гуманитарий слыхизень институчи наука и щеня, каларом выросла Ергелензе Быря. Александр Алексеевич, добрый день. Сегодня у нас безумно сложная, безумно интересная тема. Это вхождение Чувашии в состав Руси и, получается, черемисские войны, которые, видимо, напрямую и непосредственно касались предков чувашского народа или уже чувашского народа. Вот, давайте в деталях, кратко и подробно вот так вот попробуем. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну и так, как уже было сказано, все про то, что сказал уважаемый ведущий, это касалось уже чувашского народа, сложившегося как этноса. Мы уже говорили на прошлой передаче, что в 1551 году горная сторона мирно вошла в состав России. Чуваши, скажем так, согласились быть подданными русского царя Ивана IV, и все это произошло в форме своеобразного договора. То есть Иван IV гарантировал, что после того, как чувашские общины войдут в состав России, он сохраняет за ними всю прежнюю социальную структуру, систему ясачного владения, дальше дает им право на их бортные ухожки, земли и так далее. И все это было, скажем так, скреплено определенной жалованной грамотой. Кроме того, Иван Грозный освободил вошедшие народы горной стороны на 3 месяца от уплаты ясака, то есть налогов в пользу его казны. На следующий год последовало падение ханства, и уже вся территория Казанского ханства, казалось бы, вошла в состав России, но оказалось, что дело совсем не кончено, потому что уже начиная с конца 1552 года начались так называемые черемисские войны. Ну, как я уже говорил на прошлой передаче, в русских источниках XVI века, особенно в летописях и нарративных произведениях, все нетатарское население горного Казанского ханства, которое платило налоги в пользу Казанского хана, они назывались прежде всего черемисами. Ну, принято считать, что черемисы до революции были прежде всего марийцы, но на самом деле до XVIII века этот термин он имел распространение и на чувашей, и на удмуртов. И только уже с XVIII века им стали называться в основном марийцы. Поэтому, казалось, называют черемисские войны, кто это был. Ну, начнем с того, что первая так называемая черемисская война началась уже в конце 1552, в начале 1553 года. Началась она с банального нападения на горные суда, то есть на суда русских купцов, которые проплывали по Волге. И там участвовали как горные люди, так и луговые люди, то есть нерусские жители обеих сторон бывшего Казанского ханства. Но потом уже в 1553 году так называемая Черемисская война охватила всю левобережную территорию. Левобережная территория — это луговая сторона, и так луговая сторона территории современной Марийской республики, и так называемая Арская сторона. Это за Казани, то есть территория, расположенная к северу от Казани. Вот это часть современного Татарстана и часть Кировской области. Жившие там марийцы, удмурты подняли восстание. Ну, о причинах много говорится. Говорили, что это... Одни историки утверждали, что это было, скажем так, разбойничье движение. Это, прежде всего, революционные историки. Советские историки трактовали это как антифеодальную борьбу. Сейчас это выясняется, что тут сочетались элементы просто сторонников вхождения в состав России и сторонников, скажем так, восстановления бывшего Казанского ханства. Там были 2 тенденции. И уже не случайно, когда русские воеводы подавляли восстание, они опирались на часть левобережного населения, тоже на черемисов, которые участвовали в подавлении сепаратистского подавления восстания. Но это видно, в частности, из летописей, из разрядных книг. Что касается горной стороны, территории современной Чувашии, то в
тот период Первой Черемисской войны, она длилась с конца 1552 по 1557 год, население горной стороны поддерживало сторону Москвы и даже оказывало вооруженную поддержку русским войскам. Ну, в частности, горные люди арестовали одного из руководителей восстания, марийского лугового сотника Мамич-Бердея, и доставили его в Москву. Это было в 1556 году. Вот. Потом в 1557, хотя уже там основное это восстание было подавлено в 1555 году, но тем не менее Черемисская война продолжалась до 1557 года, когда уже была она окончательно задавлена. Царь Иван Грозный последовал своей политике компромисса. Он помиловал тех участников, которые, скажем так, сдались ему, выразили покорность, а те, которые продолжали активное сопротивление, они были уничтожены. В основном среди уничтоженных числится немало представителей бывшей казанской знати. На этом закончилась Первая Черемисская война. Но дальше последовала другая тенденция. Как известно, Иван Грозный Москва в период Ивана Грозного вступила в противоречие с Крымским ханством, и крымские татары стали совершать регулярные набеги. Как на центральную Россию, на окраины старой русской земли, скажем так и на горную сторону. Например, один из таких набегов произошел в июле 1558 года, но горные люди, то есть те же чуваши во главе с сотным князем Качаком, он, видимо, либо служил и чуваш, либо служил и горным татарин, это восстание подавили. Дальше что начинается? В начале 1570-х годов, когда Россия вела тяжелую Ливонскую войну, когда была введена опричнина, как известно, крымский хан Девлет-Гирей совершил ряд набегов на Русь, во время одного из них была даже сожжена Москва. Но потом они были разбиты, крымские татары биты при Молодях, и в этот момент снова усилилась экспансия, влияние Крымского ханства на территорию бывшего Казанского ханства. В 1572-1574 годах происходит так называемая Вторая Черемисская война, и в ней уже участвует население горной стороны. Историки по-разному трактуют. Прежде всего, например, представители Чувашской исторической школы связывают с тем, что, скажем так, на горную сторону стали проникать русские феодальные корпорации, это помещики, монастыри, стали захватывать земли чувашских крестьян, это действительно было. И чуваши были эти возвращены, также приняли участие в восстании. Но это было одно из самых, скажем так, коротких восстаний, оно тоже было подавлено к началу 1574 года. И что удивительно, что от этого периода сохранилась так называемая уставная грамота 1574 года, которую Иван IV выдал жителям Ишлейской волости. Она тогда входила в состав Чебоксарского уезда, потом вошла в состав Кацмаребьянского уезда. Иван Грозный, казалось бы, такой жестокий царь и так далее, но он вновь объявил, что он принимает выражение покорности, что он прощает всех провинившихся перед ним. И он установил, что определенный порядок управления, зафиксировал налоги и зафиксировал повинности. То есть чуваши платят такие-то налоги, несут такие-то повинности, больше с них потребовать никто не мог. Кроме того, лучшие люди, то есть представители верхушки, скажем так, знати среди чувашского населения, они могли принимать участие в суде по всем вопросам вместе с русскими воеводами. Но это был своеобразный аналог губной реформы, которая еще ранее была проведена в русском государстве. Дальше, скажем так, начало 1580-х годов, в России новый кризис, в связи с поражением в Ливонской войне. И тут начинается так называемая Третья Черемисская война. Вновь она распространяется на левобережную сторону, на луговую. Но она также завершается в течение 2 лет. Восстание вновь было подавлено. И уже больше никогда, скажем так, такого антирусского восстания не было. Единственное, что это потом повторилось в эпоху смуты, но там просто была борьба уже гражданская. Одни, скажем так, жители горной стороны, в том числе чуваши, выступали за Лжедимитрия, другие выступали за законную московскую власть. А так сепаратистское движение, оно же было окончательно подавлено, что территория Среднего Поволжья может выйти из состава русского государства. Оно уже было подавлено в 1584 году. Сразу была построена система городов. Это и Цивильск тогда был построен, и Кацмаребьянск,
Чебоксары были построены чуть раньше, вот в период Первой Черемисской войны, потому что, скажу так, что не случайно было выбрано место для постройки Чебоксар. Чебоксары находились на высоком холме, там уже с начала 1552 года был расположен русский лагерь, военный лагерь, потому что с этого места очень хорошо просматривалась вся левобережная сторона. И если бы там, допустим, мятежники предприняли какую-то вылазку на горную сторону, она могла была быть сразу замечена. Ну, вот такие результаты и последствия, скажем так, черемисских войн. Ну, что могу сказать? Ход черемисских войн достаточно известен, все присутствует в летописях, в этих самых разрядах, книгах. Но вот о причинах споры историков продолжаются и, наверное, будут продолжаться. Что это было? В чем была причина? Было ли это крымское влияние, только внешнее влияние? Было ли это только, скажем так, народное восстание против феодалов? Или было, скажем так, борьба различных группировок среди нерусского населения Казанской земли? Одни за Россию, другие против. На это проще историкам предстоит ответить. Наверное, все по чуть-чуть. И то, и другое. Все по чуть-чуть, конечно. Все должно быть актуально для того периода, потому что если это действительно связано с землей, то, понятно, крестьяне будут возмущаться. И прочие моменты, конечно. Хорошо, по черемисским войнам понятно. На прошлой передаче мы с вами говорили о предпосылках вхождения чувашского народа в состав Руси. Сам момент вхождения в состав Руси, он является очень необычным, наверное, в целом для мировой истории, когда народ по доброй воле входит в состав какого-либо государства на определенных условиях. Есть ли какие-нибудь данные, которые бы объяснили, как этот переход происходил и насколько это повлияло вообще на чувашский народ? Может быть, в сфере культуры, может быть, в сфере быта или какого-нибудь образа жизни? Но я уже говорил, что предпосылки были. Вот с одной стороны, вроде справедливая власть в московском государстве, которая провела губную реформу, земскую реформу, упорядочила налоги. С другой стороны, это вот власть на территории Казанского ханства, когда постоянно шла борьба группировок. Причем группировок чуждых чувашам. Это были, скажем так, не чувашские феодалы, которые еще приглашали посторонних нагайцев. И вот эти группировки постоянно менялись друг другом. Они начинали войну против русского государства, все это проходило по территории Чувашии. Вот одна из таких предпосылок и была. И именно вот приход нагайцев, как бы постороннего враждебного чувашам элемента, он окончательно привел к тому, что жители горной стороны Чувашии решили принять более сильную, более справедливую, как им казалось, московскую власть. Насчет влияния, насчет культуры, что могу сказать? Сейчас много говорится, там вот есть такое понятие национальной политики, то есть государство проводит в отношении другого народа, скажем так, какую-то политику и так далее. Но первый такой шаг, это, безусловно, была попытка Ивана IV христианизировать нерусское население, чтобы чуваши и другие нерусские народы горной страны принимали христианство. Это поддержал митрополит Макарий и Сифлянин. Вот. То есть тогда эта самая церковь действовала тесно в союзе с царской властью. Иван IV уже сразу, когда была основана Казанская епархия, он поручает архиепископу Гурию крестить нерусское население, крестить милостью, там давались определенные льготы и так далее. Вот. И первоначально, как это показывает, крещение имело успех. Может быть, привлекали льготы, может быть, чуваши видели что-то лучше в христианстве. Но потом вот постепенно это христианство сходит на нет, прежде всего под влиянием вот этих негативных тенденций, которые принесли себе, русское вторжение, скажем так. Многие представители нерусских народов стали отказываться, которые приняли крещение, стали от этого отказываться. Крещение за собой сохраняли только служилые люди, которые имели возможность продвинуться по карьерной лестнице. Если он был христианин, он получал там определенные чины и так далее, потому что православный служилый человек, он стоял гораздо лучше, гораздо выше, чем служилый человек мусульманин, служилый человек язычник. Вот. И поэтому государство по отношению к чувашам до 18 века стало проводить исключительно фискальную политику. То есть платите налоги, выполняйте повинности, больше ничего с вас не требуется. Естественно, такое положение дел, первые 1,5 столетия, точнее, пребывания чувашей в составе русского государства, оно не могло оказать особого влияния на культуру. Но со временем, когда уже в 18 веке началась христианизаторская политика,
Можем много спорить, там, что дало принятие христианства чувашам. Это было насильственно, ненасильственно и так далее. Но, тем не менее, когда чуваши приняли христианство, это как бы стимулировало их социокультурное развитие. Во-первых, они получили возможность учиться в церковных школах и так далее. Вот именно оттуда начинается русское просвещение. Именно, вот, скажем так, первые деятели, просветители чувашей еще со 17 века, они же были в основном лица духовного звания. И это уже, в конце концов, количественное изменение переродилось в качественное, что там уже в этом самом, во второй половине 19 века появилась система светского образования для чувашей, которую обосновал Иван Яковлевич Яковлев. То есть это все взаимосвязано между собой. Исторический процесс, он проходил долго. Все его этапы не всегда были гладкими для чувашского народа. Тем не менее, в конце концов, вот мы сейчас имеем то, что имеем. Вот и все. Очень-очень интересно. На самом деле, если так задуматься, то есть первые этапы происходит крещение, которое действительно успешно проходит, но потом народ, получается, обратно от него отходит. Как сказать, что даже, может быть, не столько он отходит, сколько допустим, крещение происходит до первые 2 десятка лет после этого самого, после присоединения. К началу 1590-х годов есть известная грамота Казанского воевода, в котором зафиксирован сам факт, что уже принявшие христиан стали отходить от крещения. Но дело-то не в том, что тот, кто принял крещение, он от него отошел. Дело в том, что основная масса нерусского населения, чувашей, в тот период, она просто отказалась принимать христианство. Просто отказалась. Все. И вот те, которые приняли, они, как сказать, сохраняли свой язык, сохраняли свою веру. Потому что тогда пропаганда, потому что тогда все христианство, все христианские молитвы. Это все велось на русском языке. Допустим, принимает 16 век чуваша, не зная русского языка, формально кризис. Как он будет исполнять обряды, как он будет вникать во все это. И поэтому он продолжает, у него сознание прежнее, языческое и так далее. И приходит время, он просто от этого думает, что отказывается, это не нужно мне. И только вот когда была налажена система духовного просвещения на чувашском же языке, христианство стало иметь успех. Кстати, мы вот сейчас в Чувашском государственном институте совместно с Юрием Владимировичем Гусаровым издали первый том Магнитского. Сочинение Магнитского, работа продолжается. И вот в сочинениях Василия Константиновича Магнитского там прямо это представлено. Он говорит, что уже со второй половины 19 века чуваши стали принимать христианство только благодаря тому, что у них проповеди велись на чувашском языке. Но, скажем так, до середины 19 века такого влияния не было, оно только развивалось. И вот когда уже христианство приняло, скажем так, приемлемые для чувашей формы, оно стало иметь успех. Александр Алексеевич, на самом деле, вот это вхождение в состав русского государства для чувашского народа вызывает очень много вопросов. Прежде всего, как народ в это время вообще жил? Где он продолжал жить? Вы сказали про систему городов. В этих городах, например, чувашское население проживало, или чувашское население уже тогда, оно было как-то отделено от государственных центров каких-то и жило само по себе? Или все-таки это коммуникация между народом и властью, новой властью, она как-то когда происходила? Стали формироваться русские города, прежде всего, многие русские города, русские города как крепости, они возникли на старых чувашских городищах, Булгарских и так далее. Например, Чебоксары возникло на месте Булгарского городища, Казмодемьянск там возник на место Булгарского городища, Цивильск то же самое. И вся эта процедура не получила, естественно, освещение источники не сохранились, но возможно, что территория вокруг городов, она очищалась от местного населения, потому что это прежде всего военная крепость. Ставили город, вокруг него формировался так называемый подгородный стан. Например, так было у чувашек. Город построен, формируется подгородный стан. И тут населяются, и тут в этом подгородном стане основываются помещичьи деревни, чтобы, если что, в случае нападения, эти помещики могли встать на защиту города и так далее. Теперь что? Какое правило было в городе? Основным городским населением было либо служилые люди, либо был посад. Все это христиане. И чтобы жить на посаде, надо было быть христианином. И неизвестно, что некоторые чуваши, они принимали христианство и селились на посаде. Но их было немного. Там, естественно, попав в русскую среду, они сразу обрусевали. Было известно, что
скажем так, при Чебоксарах существовала так называемая Басурманская слобода, ну, это примерно сейчас где-то Нижегородская улица и так далее. А вот там селились тоже служилые чуваши. И вот, ну, их пока в город не допускали, потому что, ну, они не могли влиться в городскую среду, потому что они были, не православные. И жили вот они своей слободой, своим селением. Но потом эти чуваши приняли ислам, то есть, не ислам, христианство, они стали называться новокрещенами. Вот. В 1720-х годах они, как и все, скажем так, ну, служилое население городов были переведены в податные. И вот в архиве нам есть хранится документ, как они служилые чуваши басурманской слободы, но они тогда именовались крещенами, там были русские имена, Иван, Ермолай и так далее. И вот они продали свою землю Сретенской пустыни, которая находилась, вот где сейчас коммунальная слобода, там находилась Сретенская пустынь, названная в честь визиту архиепископа Гурия. Вот. Там вот именно этот монастырь, он питался, он был тогда мужским, он питался за счет вот этой земли. Вот. Интересно. Вот знаете, однажды мне попалась какая-то информация, может быть, она ненадежная, что при постройке Свияжской крепости город был заселен местными народами. Марийцами, чувашами и удмуртами. Это правда или нет? Нет, это неправда, потому что, я еще раз говорю, это была военная крепость, и посторонние, скажем так, туда не допускались. Там известно, что из города Пересвитска, это историк Перетакович писал, из города Пересвитска, потом он уже исчез от города в 19 веке, часть населения была переселена в Свияжск. Вот именно она положила начало Свияжскому посаду, свияжскому населению. Еще раз говорю, чтобы постоянно проживали в городе, ну скажем так, нужно было быть христианином. Ну, чтобы считаться там членом городской общины, скажем так. Естественно, там он вот и сами, как его... И в Казани, и в других городах были там дворы, где приезжали чувашские торговцы, сламчеи, татарские там купцы и так далее. Но они были просто там гостями, они не были постоянным населением. Все, хорошо. Так, Пиринкаске дахтав думал его гадшитре, чем подавила до Данилова саз режиссера Гумберги Азельдерете, Бервара Зерме Малала дахтав Гищенка Ибрахам. Таван Осхагал. Таван Осхагал. Но мне хтваны марсеми берсиримбе мало лахкаят паразельтереть перпи реншак самантрам чеваш халахени хани еврле истории перки калажу брать хай берсиримбе ращи ешнегенине тогда шармыш верземберге галажат прун зрбышне шак тапхырда чеваш сень халахе еплере хылмаш сабыны перки тогда еплерех породны перки кумберги ужалдар ыйтузыне ужматса барагани перен историю слахи сень кандидат жашамбекех чеваш подшалах гуманитария ослахи сень институтень наука ещень Александр Алексеевич Чибес. Александр Алексеевич, вот рассуждая об этих вопросах, о коммуникации вот новых народов в составе Руси получается, с административными единицами и прочими, прежде всего возникают вопросы, как это действительно могло происходить. Это были народы, которые не говорят на языке друг друга. То есть в какой-то момент возникают города, где живет служилое население, и а вокруг проживают люди, которые говорят на финно-угорских, на тюркских языках, которые совсем непонятны новому русскому населению. Русский язык совсем непонятен этому населению. Как происходила коммуникация? Для меня вот этот вопрос... Но прежде всего коммуникация, коммуникация между людьми, она происходит по частной инициативе. Вот. Не то, что там, скажем так, приказывают, вот, допустим, русские общаются с чувашами и так далее, поступают указания от царской администрации. Она происходит по частной инициативе. В основу была положена взаимная выгода. Русский город, это там посад, это ремесленники, чуваши, это земледельцы. Это обмен продукцией. Начинаются экономические взаимоотношения, начинаются сделки. Они, кстати, сделки еще были и до вхождения горной страны в состав Казанского ханства. Что еще с конца 15 века вот, чуваши активно торговали с Курмышом в Нижегородском крае и так далее. Все было известно. И уже тогда формируются вот посредники, торговые посредники между чувашским населением, русским, которые могут обеспечить их контакт. Вот из этих лиц, из русской среды стали выходить лица, которые учили чувашский язык и вели с чувашами дела. И из чувашской среды начинают выходить лица. Ну, например, вот, скажем так,
В 2017 году вышел сборник документов, документы ядерного приказа СБ, памятника по истории чувашского народа. Там представлены документы о семействе ядринских посадских людей Коротовых. Там и Иван, Тихон и другие. Вот они как раз были, скажем так, посадские люди, но они вели торговые дела с чувашами, хорошо знали чувашский язык. И чувашский язык, и жители чувашских властей даже просили их быть, скажем, так называемыми записными толмачами. Записной толмач – это посредник между русской воеводской администрацией и чувашской общиной. Естественно, он должен хорошо говорить на чувашском языке. Вот. Что и было. Потом, что было среди чувашей? Ну, среди чувашей также изучали русский язык. Прежде всего, многие служилые люди хорошо владели русским языком, потому что находились под руководством русских командиров. И также чувашский язык стал русский язык стал распространяться в крестьянской среде. Но для чего чувашскому крестьянину в то время казалось, нужен был русский язык. Прежде всего, чтобы торговать, возить свои товары там, на русский рынок, русский город и так далее. Но была еще одна компетенция. Был еще один нюанс. Дело в том, что тогда все судебные разбирательства, они велись только на русском языке. Допустим, если чуваш подает суд на чуваша, он был обязан представить свою челобитную на русском языке, и никаких там переводчиков ему никто не предоставлял. Он должен был сам все это объяснить. И вот именно, чтобы обращаться к власти по различным поводам, отдельные чуваши учили русский язык. Даже в среде чувашской деревни формируется такая категория мирских ходоков. Ну, их называли русских, у чувашей их называли каштан, куштан, которые обращались в русскую администрацию по делам своей общины. Они даже ездили в приказ Казанского дворца в Москву, подавали там челобитные по земельным спорам и так далее. И вот они достаточно хорошо знали русский язык, чтобы там объясниться перед русскими судьями и все прочее. Вот именно тогда и началось вот это взаимопроникновение языка в среду друг друга. Русские учили чувашский язык, но не все, конечно, отдельные единицы в тех условиях. А чуваши, тоже отдельные личности, учили русский язык для того, чтобы обеспечивать свои потребности, свои и других. Вот, Александр Алексеевич, еще один вопрос тогда возникает. При Казанском ханстве мы знаем, что чувашскими общинами управляли различные мурзы, тарханы и прочее. А какая была система после вхождения в русское государство? Кто вообще являлся управляющим? Ну, как сказать, общинами? официально мурзы не управляли этими самыми землями и так далее. Просто в этой самой Казанской ханстве была система суй-рюгала. То есть, допустим, татарскому феодалу отдавали какую-нибудь чувашскую волость или марийскую. Но по марийской сохранилось больше сведений. Вот. И он с этих властей присваивал себе все налоги, которые могли быть и в государственную казну. Там правили свои общинные деятели. Это было у чувашей и у русских. Там были свои общинные деятели, которые все это решали. Они платят налоги, и никто не вмешивался. Они платят, что положено, их никто не трогал. И такая система сложилась и в русском государстве. Да, там были сотники, были десятники для крестьянской общины. Они, естественно, подчинялись, отчитывались перед русской приказной администрацией, но, тем не менее, русского там в чувашскую среду никак не внедришь для управления. Его просто никто не примет. Там была своя среда, свои люди, но они находились под полным контролем администрации. Но еще раз говорю, тогда в основном многие дела, то, что мы сейчас называем решением конфликтов и так далее, взаимных, они решались на уровне общины. Только если невозможно было решить, там сами не могли решить общинники, они обращались к русской власти. И вот поэтому появились вот эти вот каштаны. Ага, все, понятно. Так, по этой части все хорошо. Дальше. Такой вопрос возникает. Большая часть чувашского населения на тот момент являлась, я так понимаю, сельской, поскольку в городах они все-таки жить не могли, а значит, вопросы ремесла в данном случае, они выходят на передний план. То есть посуду сделать, например, железо, обработка железа, какие-то украшения. Что происходило в данном случае в чувашской общине, если в городской среде этого не было? В сельских условиях больше занимались земледелием. Скажем так, как сказать, уже ученый Василий Ильич Дмитриев, ведущий историк по истории феодализма Чувашии, он полагал, что для вхождения в состав Казанского ханства у чуваш были развиты ремесла. И там и было и кузнечное дело и так далее. Но после вхождения в состав русского государства вот эти вот кузнечное ремесло
вот в первой четверти 17 века, у чувашей было запрещено. Они были обязаны, то есть все сельскохозяйственные орудия покупать на русских, а боевое оружие, там и шлемы, и топоры, и так далее, ни в коем случае не иметь. Вот. Но что было на самом деле? Вот источники показывают, что чуваши были полностью обеспечены сельскохозяйственными орудиями, и что у них было большое количество, что у них было охотничье вооружение. Луки, стрелы, рогатина и так далее, чтобы ходить на медведей, чуваши вели активную охоту. Вот. Ну и, скажем так, кормиться за счет охотничьих промыслов и все прочее. То есть особенным препятствием это не было. Дальше. Боевого оружия у чувашей, там шлемов, пищалей и там панцирей у чувашей их быть не могло, потому что это были крестьяне, им там, скажем, панцирь или шлем без надобности. Вот. А так вот все вот это необходимое для охоты, все это было. И возникает вопрос, так ли, откуда они брали, вот покупалось ли это у русских, или, скажем так, у чувашей, несмотря на запрет, были свои кузни. Ну вот Василий Филиппович Каховский, он в 1970 году вышла его статья про раскопки там одного чувака, про раскопки он доказывал, что, видимо, чуваши могли изготовлять вот эти металлические предметы подпольно, чтобы власть не знала. Да, такое могло быть, но, тем не менее, такое большое количество необходимых орудий и в хозяйстве, и в охоте, естественно, чуваши подпольно производить не могли. Большую часть они покупали у русских, прежде всего, вот за счет торговли. По большей части, значит, все же торговля. Да, и теперь вот что насчет других ремесел. Среди чувашей даже в 17 веке было очень распространено деревообрабатывающее ремесло. Алиарий, это галштинский путешественник, это немецкий путешественник, который в 1630-х годах путешествовал по Волге, писал, что вот... Голландский, да? Галштинец, он был немец. Он писал, что когда он проплывал мимо Кацмедемьянской, выяснилось, что там есть вот целая область поросшая лесом, он писал, и местные туземцы, это чуваши и марийцы, обдирают лыки, продают их, пилят деревья, делают из них бочки, ушаты, гробы, и все это продают, как пользуются сами, так продают за этот, ну, русские продают в города. То есть было и валяние сукон, и, скажем так, пошивка одежды, все это было. Но вот насчет металлообработки, конечно, сказать сложно. Она могла иметь место, но тем не менее все равно основную часть металлических орудий чуваши, видимо, покупали русских. И, кстати, что еще отмечу, то, что вот сейчас я как раз вот пишу статью про экономические отношения чувашей и русских в 17 веке. Вот археологи полагают, что археологи отмечают, что после того, как Чувашия вошла в состав России, у чувашей появилось большое количество русских серебряных денег. Это даже вот показано в материалах погребений. Покойнику клали определенное количество монет в могилу. Дальше были хушпутры, украшения одежды, все основано на монетках и так далее. Это еще раз говорит, что торговля-то между чувашами и русскими, она велась. И шла активно, как сказать, есть разные критерии активности, но тем не менее все удовлетворяли свои интересы. Ага, все поняли. Александр Алексеевич, огромное спасибо за такой экскурс в этот период, потому что потрясающе интересно, на самом деле, как-то окунаться и понимать, как происходили контакты между предками наших народов, и в итоге, как это вся эта дружба выстраивалась. Было только начало. Это было только начало. Эти контакты продолжали развиваться в 18 веке и другие века. И вот, скажем так, уже дали свой результат. Очень интересно. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Азигер захварат про первым батра история слахизен кандидат, вам бекех чуваш патшала гуманитария слахизен институте наука ищения Александр Алексеевич Чибиспульча. Ибер чувашсем Россия ешнеге ниберги, тогда шармыш врачизем берги галашрымар. Серембе эпис Андрей Ильдиари булдам сазастыла до Данилова эфир, да, теперь булычен чибер. Таван Осхагал. Таван Осхагал.